Пожалуй, Афганистан последняя страна, от которой сегодня ждут мегапроекты. 40 лет войны, разруха, изоляция и санкции. Но именно эта страна сегодня строит крупнейший канал в истории Центральной Азии, запускает железные дороги, переоткрывает медные рудники, а еще возводит новый мегаполис на 3 миллиона человек размером с Сингапур. И все это без помощи Запада. Афганистан, о котором мы не знали, прямо сейчас прокладывает себе путь в будущее через горы, реки и политические ограничения. Что происходит? Почему Китай включается в афганские мегапроекты? И как Талибан собирается удивить весь мир своими мегапроектами? Давайте попробуем разобраться. Пока мир продолжает обсуждать санкции, легитимность и дипломатию, на карте Азии появляется новый инфраструктурный игрок. Без помощи Запада, без признания и без доступа к международным кредитам Афганистан запускает проекты, которые могут изменить логистику, энергетику и даже политический баланс целого региона. Это не означает, что все получится. Афганистан по-прежнему остается одной из самых нестабильных стран мира, с массой внутренних проблем и внешних рисков. Но впервые за десятилетия он не просит, он строит. И вопрос больше не в том, признают ли Талибан, а в том, насколько далеко зайдет Афганистан, если ему просто не мешать. На севере Афганистана сейчас строят то, чего от этой страны мало кто ожидал, но это может перевернуть всю карту региона. Кош-Тепа – самый большой канал в Центральной Азии, с помощью которого Талибан планирует обеспечить север Афганистана едой. Его планируют растянуть почти на 300 километров от границы с Узбекистаном и до пустынь Фарьяба. По нему должна будет течь вода из Амударьи, одной из главных рек региона, и по самым скромным оценкам он заберет из реки 20-30% воды. Если все пойдет по плану, водой зальют 550 тысяч гектаров пустыни. Это как половина территории Ливана. А для Афганистана это возможность впервые в истории прокормить себя самому, без импорта, голода и зависимости. И на все это уйдет почти 700 миллионов долларов. Но тут начинается самое интересное. Узбекистан и Туркменистан тоже зависят от Амударьи. И теперь, когда Афганистан берет до трети стока из реки, становится понятно, Афганистан больше не просит свою долю, он начинает диктовать властям соседних стран новые правила игры. Не через войну и конфликты, а через инфраструктуру. Вода здесь превращается в инструмент влияния и, возможно, в главную валюту будущего. Процесс уже идет полным ходом. 6 тысяч рабочих прямо сейчас копают канал в одной из самых жарких и сухих зон страны. По оценкам, этот мегапроект закончат к 2028 году. Конечно, есть риски, грунт не укреплен, возможны фильтрации и просадки, но сам факт, Афганистан впервые за десятилетия сам строит инфраструктуру, которая влияет на весь регион. Что особенно интересно, это то, как изменилась система. Еще несколько лет назад любые проекты в Афганистане были синонимом распила и бесконечных откатов. Теперь коррупция снизилась на порядок. Проекты не просто анонсируют, их реально строят. Деньги не растворяются, как раньше, а превращаются в бетон, асфальт и жилые кварталы. Вокруг старого Кабула горы, пробки и нехватка воды, город разросся до предела, а инфраструктура в нем на уровне 80-х. И вот, на ровном месте, рядом с нынешней столицей, Талибан начинает строить новый Кабул. Это не микрорайон, а полноценный город на 3 миллиона человек, площадью 722 квадратных километра, это в 1,5 раза больше нынешнего Кабула. Старый Кабул переполнен, хаотичен и давно не справляется с ростом населения. Новый город – это попытка начать с чистого листа. Проекту почти 20 лет, но только сейчас, после 2021 года, началась активная фаза. Проект называется Кабул Нью-Сити, по плану это 250 тысяч жилых домов. Университеты, больницы, школы, торговые центры, зеленые зоны и магистрали – все как в презентациях новых арабских городов. И главное, все это не только на бумаге, уже сейчас строится тысячи домов. В 2024 году вложили уже 700 миллионов долларов. Если проект доведут до конца, это будет символ новой стратегии для этой страны, не просто выжить, а создать современную страну с нуля. Ну и он станет одним из крупнейших новых городов в Азии. Но чтобы этот новый Кабул вообще мог жить, нужен свет, вода и надежные источники энергии. Тут у новых афганских властей план простой: строим дамбы и берем контроль над рекой. Первым делом Каджаки – это одна из старейших гидростанций страны на юге, в Гельменде. Ее прокачали, теперь она может выдавать до 151 мегаватта, этого достаточно, чтобы обеспечить энергией целый крупный город. Работали с ней в основном турецкие подрядчики, вложения около 200 миллионов долларов. Дальше Багдара под Кабулом. Потенциал до 240 мегаватт и уже подписаны соглашения с китайскими компаниями. На стадии переговоров еще 3 ГЭС в Кунаре, которые в сумме могут дать больше 2 гигаватт. А это уже мощность на уровне маленькой страны. Но тут не все так просто. Есть плотина Камал-Хан, она ближе к границе с Ираном. По советскому договору 70-х годов Афганистан обязан отдавать часть воды иранцам. Но как это соблюдать во время засух, никто толком не понимает, и споры идут каждый год. Тут снова становится очевидно, вода и энергия в Афганистане – это не только про внутреннее развитие, но и про влияние.
Когда ты контролируешь истоки рек и энергетику, ты можешь диктовать соседям не только условия доступа к воде, а фактически определять и темп их сельского хозяйства, их доступ к электричеству и их политическую стабильность. Каждая новая дамба – это новая точка давления. Власть в регионе сегодня измеряется не армией, а инфраструктурой. И, судя по всему, Талибан эту игру понимает, причем лучше, чем кажется на первый взгляд. Но все это только верхушка айсберга. Под землей у Афганистана лежат триллионы долларов. Литий для электрокаров, медь для электроники и редкоземельный для смартфонов и оборонки. Все это есть здесь, в горах, в пыльных шахтах и в залежах, до которых десятилетиями не могли добраться. Это именно те ресурсы, за которые сейчас борется весь мир, особенно Китай и США. Самый известный пример – мес Айнок. Там лежит одна из крупнейших медных жил в Азии. Рядом с ней археологи когда-то нашли древний буддийский город. Еще 15 лет назад права на добычу получила китайская компания, но мешала война, коррупция и нестабильность. В 2024 году китайцы наконец заявили: мы запускаем работы. Разработка пошла, потому что Талибан, в отличие от предыдущего правительства, пообещал и дал им безопасность. И это не единственный пример. В 2023 году афганские власти заключили 25-летний контракт на добычу нефти в северных провинциях, тоже с китайцами. А общий подход теперь такой: все, что дает деньги, идет в дело. С 2022 года доходы бюджета Афганистана резко выросли до $1,5 миллиарда. Основная статья – это налоги с добычи и стройки. А деньги идут не на офшоры, а в стройки, дороги, тоннели и электросети. Получается такой замкнутый цикл: ресурсы дают деньги, деньги – инфраструктуру, а инфраструктура – еще больше ресурсов. Это простая формула, но она начинает работать. Афганистан впервые не просит помощи, он начал зарабатывать сам на том, что у него всегда было. Талибан отлично понимает, что Афганистан находится прямо в центре всего. Это главный узел торговых путей между Китаем, Южной и Центральной Азией и Аравийским морем. И Афганистан собирается этим воспользоваться. Именно поэтому в мае 2025 года Китай, Пакистан и Афганистан договорились расширить коридор CPEC, китайский мегапроект на $60 миллиардов, внутрь афганской территории. Теперь у Китая появляется прямой путь из Синьцзяня к полезным ископаемым Афганистана и рынкам Центральной Азии. Следом железные дороги. Один из главных проектов Trans-Afghan Railway – железная дорога от Узбекистана через Кабул в Пакистан. Почти 600 километров по горам, пустыням и сложнейшему рельефу. Если ее построят, доставка грузов из Центральной Азии в Аравийское море сократится с 35 до 4 дней. Это меняет логистику всего региона. А в 2023 году уже заработала ветку в сторону Афганистана – Герат Railway. Это первый шаг к подключению Афганистана к глобальным морским портам. Но и это не все. Еще энергетика. Газопровод Тапи снова в деле. Он должен тянуться от Туркменистана до Индии, проходя через весь Афганистан. О нем говорили еще с 90-х, но в сентябре 24-го Талибан объявил: строительство в афганском сегменте возобновлено. Потенциал $1 миллиард в год только на транзите. Так, благодаря стратегическому расположению, Афганистан превращается в шоссе между Азией и Ближним Востоком. На высоте 3300 метров в Гиндукуше проходит Салангский перевал. Салангский тоннель – это артерия, которая соединяет север и юг Афганистана. Построенный еще советскими инженерами в 60-х, он давно стал жизненно важным коридором. Но десятилетиями он оставался одним из самых опасных тоннелей в мире и был в ужасном состоянии. Пробки, грязь, угарный газ и лавины. При этом по нему каждый день проходят до 9000 машин, хотя изначально он был рассчитан максимум на 2000. В 1982 году тут произошла одна из самых страшных катастроф на дорогах – цепная авария, взрывы и сотни погибших. С тех пор туннель называют черной дырой логистики. Теперь тоннель полностью реконструировали. $100 миллионов, почти четверть всех налоговых доходов страны. И работы завершены в декабре 2023 года. Афганистан показал, что может завершать даже очень сложные инфраструктурные проекты самостоятельно. Салангский тоннель снова открыт, и он стал символом того, что Афганистан впервые за долгое время сам прокладывает себе дорогу, в буквальном смысле.